Кто сказал, что мастера слова учатся только в Институте гуманитарных наук? Юная поэтесса Анна Чалышева доказала, что это не так. Студентка Института естественных наук получила престижную премию имени Антона Дельвига. Награда в честь первого редактора литературной газеты «За верность слову и отечеству» учреждена в 2012 году. Эта премия – отличный шанс для начинающих литераторов из глубинки. А ведь это премия литературной газеты, лучшей газеты России. Понимаете? Этот ребенок фактически сегодня получил лучшую премию молодых. Сборник стихов поэтессы отправили на конкурс в последний момент. Новость о том, что Анна вошла в длинный список номинантов, стала отличным новогодним подарком для студентки. Из более 1000 работ судьи отобрали 80, затем список сократили до 40. Бывает, что в Москве иногда очень корпоративно решают вопросы в пользу своих столичных. Но на этот раз подошли правильно, так сказать, честно, и победил сильнейший. На суд жюри девушка представила сборник «Письмо из апреля» 2014 года. Книга победила в номинации «Литературный дебют» за свежий поэтический голос и чистоту лирического чувства. Если вдруг солнце светить устанет, и время свое остановит ход, помни, кто любит, тот не оставит, а кто не любит, пускай идет. Помимо всеобщего признания, лауреаты литературного дебюта получают 250 тысяч рублей. Свою победу Анна Чалышева отметила в кругу друзей и поклонников. Не каждый автор может правильно выразить свою мысль. Мне кажется, что у нее это получается весьма неплохо. Она уже близка к профессиональному уровню и, несмотря на такой юный возраст, уже имеет такую достойную награду. Победа Анны стала отличным стартом года литературы в России и началом нового этапа в ее творчестве. Я надеюсь издаваться дальше, тем более, я думаю, с такой премией у меня будет больше возможностей, тем более будет возможности в литературной газете, которая обещала публиковать мои стихи. Думаю, да, я буду развиваться дальше. Мария Лемешко, Ксения Евдосюк, Иван Нестерец, студенческое телевидение Сыктывкарского университета.